Добрый день. Віншую вас всіх з Державным святом перамоги. Это Радыё Свабода, Олег Руздзілович. Мы вядзем наўпростовы рэпартаж з Менска, ад будынку філармоніі, дзе збіраюцца удзельнікі, стаўшы ўжо традыцыйна акцыі марш несмяротнага палка. Тут каля ўжо некалькі соцень чалавек. У асноўным прадстаўлены сем'і у некалькіх пакаленнях, ёсць шмат і ветэранаў, але большасць людзей сярэдняга ўзросту, маладых і дзяцей, якія прыйшлі разам з бацькамі і з дзядамі. Ну, асноўным людзі вось трымаюць у руках плакаты з фотаздымкамі сваіх дзядоў, бабуль, якія удзельнічалі ў вайне, загінулі ў вайне. Людзі збіраюцца прайсці з гэтымі фотаздымкамі, з гэтымі плакатамі да плошчы Перамогі, дзе ў 11 гадзінаў пачнецца ускладанне кветак. Афіцыйнае свята пад назвай «Беларусь памятае». Была невеликая интрига адносна этого мерапрыемства, бо спачатку заявка не была задаволена на правядзенне 6 маршу несмяротнага палка. Менгарвыканкам сказаў, што ёсць афіцыйнае мерапрыемства «Беларусь памятае», маўляў, вось далучайцеся да яго. І учора яшчэ было по такім сцэнарыі это мусіла развівацца, што людзі збіраюцца тут і далучаюцца потым да афіцыйнага мерапрыемства праз сходнікі маршрутам такім ад плошчы Кубакоса да Круглай. Але вось увечары ўжо стала вядома, што Менгарвыканкам ўсё ж дазволіў гэта шэсце. І пакуль мы не ведаем, як яно непасрэдна пройдзе, ці людзі будуць выходзіць на праезную частку, ці пойдуць ўсё ж такі па ходніках. Пакуль не бачна, каб міліцыя рыхтавала тут нейкія... Вось чалавек, здаецца, што-то там здарылася. Нехта паваліўся. Да, паваліўся чалавек на гэтых прыступках. Яшчэ недавно літаральна жанчыне стала дрэнна, ці яна оступілася. Ну, хутчэй за ўсё. Но ей уже дапамагаюць, да. Все, давай нам... Мы спрабавалі ўсё ж такі паглядзець, што там, бо, магчыма, жанчыне патрэбна дапамога, но яна ўжо сябе добра адчувае, і все там нармальна. Пакуль вот мы рыхтавалі да этого рэпартажа, тут былі толькі две расцяжкі «Бессмяротны полк». Ну, зараз вось уже з'явіліся наша дзела правая. Победа будзе за нами з подпісам Сталіна. Другая наглядная агітацыя таксама з выявай Леніна і Сталіна. І з'явіліся арганізатары гэтага мерапрыемства. Валер Драка вось там ёсць. Это былы дэпутат Верховнага Савету і Палаты прадстаўнікоў. У яго на пиджаку орден Сталина, як он сказал, его этим орденом узнагародзіў Верховный Совет СССР. Но вядома, что такой дзяржаўнай узнагароды няма ордена Сталина, но тым не менш вось такі значок на его пиджаку весь прышпілены. І Валер Драка лічыць, што это дзяржаўная узнагарода. Ну тут шмат людзей, якія прытрымліваюцца розных палітычных поглядаў, у тым ліку і тых, хто вельмі з вялікай цеплынёй згадваюць Сталіна. Ну, вось мы зараз паспрабуем пагаварыць з людзьмі, у тым ліку на гэты конт. Ёсць людзі, якія... Стоп. Так, мы чуем нейкіх... Валер Драка якраз трымае микрофон и кажется, про то, как будет проходить шествие. Сейчас организована, будет построена колонна. Я прошу вас не сбиваться в толпу. Колонна пойдет, выстраиваться будет у пешеходного перехода, где-то 6-7 человек в шеренгу. Дальше, когда колонна выстроится, нас сотрудники обеспечивает порядок для прохождения колонны. Мы пойдем по проспекту к
монументу Победы, к памятнику Победы. Там будем участвовать в мероприятии официально государственном. Здесь присутствует белорусский бессмертный полк. Здесь присутствует белорусский бессмертный полк. Мы пройдем, станем на определенном месте, которое там зарезервировано для бессмертного полка. Участвуем в государственном мероприятии. После завершения возлагаем цветы к обелиску и к вечному огню. Значит, прошу вас, сейчас колонна выстраивается, поэтому не делайте суеты определенной. Мы должны достойно, как и организованно. Валерій Драка дає інструкції, як будувати колонну і як далі робити. А от ми хотіли підійти до жінки, яка тримає у руках портрет свого, видать, деда, так? Да, назовитесь, коли ласка, и расскажите, кто вы, чему вы сюда пришли. Я Ольга, это мой прадед Башкаев Михаил Андреевич. Да, вот прадед. Да, который прошел всю войну, воевал над Берлином, прошел Курскую битву, воевал во Втором Белорусском фронту. Мы им очень гордимся. И он остался живый? Вернулся? Нет, он меня видел, да. У нас 3 внука, я, брат, еще сестра двоюродная, но из нас 3 только меня увидел. Вот. Ну, я его не помню, конечно, но я им очень горжусь. А вы тут в Минску живете? Да, а? Вы в Минску живете? Да, да. А он Беларусь, с іншого места? С Алтайского края. С Алтайского края. Да. Ну, його вже нема, так? Ну, ви пам'ятаєте про його? Да, я его помню всех. Добре, дякую, Ольга. Спасибо. Дякую. Може, ти нам що скажеш? Як її зовуть? Маша. Маша, ну, поспіхів вам. Ну, ми бачимо, що ось якраз після інструкції Валерія Драка вся група людей, які тут зібралися, а за цей час тут ну, повеличилося людей. Тут уже, не, я думаю, що більше за 1000. І ось ці люди організовано йдуть до проспекту, как построиться у колонну и пройти там до площади Перемоги. Шмат хто тут носить на груди георгиевскую стужку. Эти стужки пропановывали молодые люди, коли тут збирались все у Тымлику подходили до нас. Так, мы попали в невеликий тромб. Ну, треба почекати, нічого не зробиш. Все ж таки, видать, 6 буде походниках. На проїзну частку люди не виходять. Ми спробуємо вийти у правий бок до підземного переходу. Ось це стужки, які люди ходять, розповсюджують. Ну, покуль я не зауважив ніякої агресії, коли ми, наприклад, відмовлялися брати ці стужки, то не чули ніяких слов. Для шмат каго з людей гэтыя стужкі гэта просто сімвал перамогі, але пасля падзей ва ўкраіне пасля 2014 году, пасля анексіі Крыма, менавіта георгіевская стужка стала таким спрэчным сімвалам, паколькі яна выкарыстоўвалася як сімвал рускага свету. Тыя людзі, хто якраз і праводзіў гэтыя дзеянні ў Крыме, на Донбасе, взяли эту стужку как бы на ўзбраенне, як свой сімвал. Ну і, безумоўна, гэта выклікала рэакцыю, адказ адмоўную ва ўкраіне. Эта стужка, як і камуністычная сімволіка ва ўкраіне, в краінах Прыбалтыкі лічацца цяпер забароненыя. У Беларусі до этой стужки, видать, такое складанное ставленне. Учора, например, я чую от молодых людей, литерально на улице, один другому
тлумачыў, што вось это стужка, это тое і тое. І зараз гэта прыкмета рускага света. Калі ты не падзяляеш пэўныя меркаванні, то не спакушайся, не чапляй на себе на грудзі эту стужку, бо так і так ты у тым ліку становішся как бы на гэтым баку. Вось такую размову чуў. Ну, відаць, людзі, якія вось ходзяць са стужкамі тут, яны іншых меркаванняў прытрымліваюцца. А мы зараз, может быть, кого-нибудь спытаем. Можно до вас вернуться? Это Радио Свобода, Олег Груздзілович. Мы ведем репортаж отсюль. Расскажите, назовитесь, калі ласка, можа. И вот что вы тут робите? Чему вы пришли сюда? Да? Котов Ігор Валерійович, я працюю доктором у Мінску. Вчора, минулый год мы были с сыном, а в этом году сын будет с оркестром играть у парку. А это моя бабця, а это ее брат. Он загинул от немецкого снайпера в Латвии. Ось, моя бабушка так само трохи... А в якому годі? Это уже 44-й? В 44-му году, так. Мы сами с Крычева, и в годы войны там был Кайомов и Лузенин. Это артисты Московской филармонии, которые были в плену. Ага. Бабушка збирала подписи, так что так само мои дочинения до гэтага, уже яны не живые, гэта загинул их, бабушки нема. А сегодня я пришел один. От усей семьи. От усей семьи. Добре. І ще питання. Ну ви ж ведаєте, ця акція була вчора ще не дозволена. Гарвиконкам не давав дозвол. К вечору стало відомо, що вона дозволена. Як ви прокоментуєте? Я думаю, що сапраўднае свята гэта тут. Піянеры, я бачу, гэтыя добрыя там дзеткі, якія ходзяць з партретамі генералаў, якія надрукаваны на фабрыке. А тут люди сами организовались. Вот я думаю, что сапраўдное свято тут. А как вы ставитесь до того, что тут есть люди с портретами Сталина? Я нормально ставлюсь. И Сталин был так само, это был лидер страны тогда. Ну а как же миллионы репрессий, репрессованных людей, забитых? Под Сталина все-таки была перемога. Я думаю, что коли им это дорого, пусть... Вы разделяете перемогу и репрессии? Я думаю, что так. І ще у нас питання, ми якраз обмірковували його. Ваше ставлення до цієї стужки георгіївської, тепер шмат де воно таке, як ви сприймаєте, як... Ні, нормальне ставлення, це стара стужка, і гістарична так само, і це Перша сусветная війна, Білорусь так само була полита кров'ю, і під цією стужкою. І я думаю, що це добра стужка, і якраз вона повинна бути об'єднувати усі народи, і українські, і білоруські, і русські, і остальні. А ось тут чоловік іде, я бачу, з георгіївською стужкою, одночасово з червоно-зеленою. Ну, це, видається, це компроміс. Коли б у вас була так червоно-зелена, ви б її пронули? Це компроміс наших влад, вони придумали це. Ну, я думаю, що можна, це не принципово. Це не принципово. Я аполітичний. Добре, дякую вам велике. Пробачте, що ми вас затримали. Поспіхів вам. Ну, ось ми тільки що поговорили з чоловіком, лікарем. Человек с высшей эдукацией. Ну, и он лічит, что это мероприемство важное. То есть это шествие бессмертного полка. Что оно для его, так, может быть, самое главное в этот день, как день памяти про тех, кто загинул и кто воевал на войне на другой сусветной, на Айчинной, как принято казать, у Беларуси. Питание про стужку мы ему задали, этому человеку, и он сказал, что это для его добрый символ, який он с задовольнением, видать, причепив себе на груди. А на конт червоно-зеленой мы бачили человека, как раз проходил человек разом, у него были две стужки, и червоно-зеленая, и георгиевская. А он сказал, что улады придумали такой компромисс, это магчыма. До речі, все ж таки тут ми бачимо в основному людей з георгіївськими стужками і нікого не бачили, як хто пропонував червоно-зеленую. Ті, хто є з червоно-зеленими стужками, ті прийшли з ними самі. А тим часом от ми бачимо, що колона перейшла на другий бок вулиці. Хто пам'ятає події 1919
96-го года. Но перший разгон, такий брутальний разгон Чорнобильського 6. То от якраз, можливо, я плутаю з датою, але от якраз на цьому місці був разгон Чорнобильського шляху. Тут були перекурені автомобили ДАИ. Это была первая такая спроба милиции спынить Чорнобильське 6. Ось тут зараз якраз переходять люди на другий бок. А тим часом за нашей спиной ветераны пели песню про священную войну. А удельники 6, их уже несколько тысяч человек. О, привітання. Як справи ваші? Як ваші зараз справи там? Это Григорий Шептенко? Это Григорий Шептенко ваш дед, прадед, да? Нет, дед. А, это дед ваш. Украинский, это Так. белорусский. Ага. Господар Шептенко, это недавний в'язень, да? Автор Регнума, якого притягли до відказності за розпалювання міжнаціональної ворожості, пробачте. Народами Беларуси и России. Так. Ну, а як ваша справа зараз рухається? Вона зовсім замерла, чи ви спробуєте обскардити, присудити? Що відбувається? Мы обжалуем в Верховном суде. На наконец место назначено заседание Верховного суда. Мы выступим, получим отказ и будем дальше обжаловать. Ну, уже присуд лічиться вступившим в силу. Нет, переговор еще не вступил в силу, мы формально еще не осуждены. Вот, ну, по большому счету, это вопрос чисто процедурный. Вам дали умовне покарання, скільки років, нагадайте? Значит, нам дали по 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. То есть, в принципе, в течение 3 лет, как верно выразились коллеги, мы на коротком поводке. А в этом, это короткий поводок, чим він виявляється? Ну, заключается в том, что фактически по любому, даже надуманному предлогу, по совершенно любой придирке, мы можем сразу отправиться, собственно, в лагерь, отбывать. Ну, это бывает такое, да. Есть в Беларуси политвязень Дмитрий Поленко, ось он ходил на, после такого ж умовного 3-годового покарання, он ходил на разные акции, и у вынику все ж таки его соправду отправили зараз в колонию. Ну, хіба вы думаете, что с вами такое может повториться? А никто не думает, что с ним может такое произойти. Все думают, что это произойдет с кем-то, и что такого вот абсурда не может быть вот с ним или с кем-то другим. Но это происходит с людьми разных взглядов, разных там, национальностей, в разных городах. Это просто стало нормой нашей жизни, вот это абсурдное существование. И биться с этой системой очень тяжело. Это надо иметь очень хорошую, скажем так, моральную подготовку. Это надо иметь средства для того, чтобы оплачивать услуги адвоката, достаточно недешевые, для того, чтобы заниматься рассылкой этих писем, воевать с этой всей системой. Это не так просто, как кажется. Ви притягуєте писати у Регнум, ці інші видання? Нет, Выпускали часопис экономичный, я памятаю. Да, журнал выходит. Сейчас мы ожидаем апрельский номер. Вот, журнал выходит. На Регнум я ничего не пишу в настоящее время. И, ну, скажем, это не мешает мне сотрудничать с другими средствами массовой информации. Вот. Ну, а сегодня... А як ви прокоментуєте, от у мене просьба до вас, я звертався з такою просьбою до чоловіка, який удільник этого шестя. Як ви прокоментуєте це шарахання городських влад? От то і не дозволили от теперішнє шестя. Вчора стало відомо, що нарешті дозволили. Чому? Може їх там з Москви одернули? Які інші причини вам бачаться? Я, честно говоря, не знаю. Лучше этот вопрос задать им непосредственно, но судя по всей этой истории, конечно же, тут есть какая-то ревность, наверное, к наличию какого-то альтернативного мнения, к какому-то неформальному проведению этого праздника, который действительно общенациональный, общенародный. Практически в каждой семье он отмечается. Я не знаю вообще семьи, где не отмечают 9 мая в той или иной форме. И поэтому вот противопоставление чего-то неформального официозу, это всегда вызывало какую-то нервную реакцию, какую-то ревность. Вот у них получается, а мы на это тратим огромные силы, средства, ресурсы, содержим вертикаль, которая оплачивается из бюджета. Вы маете на увазі, что тут люди по своей инициативе собрались, да, а они там спробуют официальные некие мероприятия. Вот Да. вы можете у любого поинтересоваться, кто его сюда направил, или там переходила к ним разнарядка, отправить сюда какое-то количество людей. Каждый сам вот делал такие вот, собственно,
У кого-то есть фотографии, у кого-то нет. Каждый делал вот эти вот таблички своих родственников, участвовавших в войне. И поэтому это по зову сердца. А когда все это через административное принуждение, то часто это вызывает обратную реакцию. Вот я могу судить по детям, школьникам, по своему сыну. То есть все, что через принуждение, через приказ, это все вызывает обратную реакцию, вызывает отторжение. И даже вот самое хорошее начинание можно испохабить, испоганить. Так, добре. Добре, Сергей. Дякую вам велике. Поспехов, со святом вас. Вас тоже. Ну и добре вам, как бы все было у вас в этом вашем отбывании, покарании, все нормально закончилось. Ну да. Поспехов. Мы протягиваем Радио Свобода, мы протягиваем репортаж с шествия несмертного полка. Эта акция проходит в Минску. Мы наближаемся до перекрыжевания с улицами Козлова. Тут уже несколько тысяч людей. Люди идут с плакатами привітання, с портретами своих дядов, отцов, батьков, прадедов. Шмат уже тих, хто кричать «Ура!» у гонор перемоги. Ну и вот там несколько человек, где с портретами Сталина. Зараз мы вот поспробуем с них поговорить. Кричать про партизан-подпольщиков. Добрый день. Ти можно до вас вернуться? Ребята, не имею права. Скажите нам два слова. Вот у вас такой портрет Сталина в руках. Чему вы его несете? Это главный победитель Переможца войны. Фашизма на земле. А то, что он миллионы людей в ГУЛАГ накировал, это як... Извините, лапшу на уши людям вешают тупым бездарным. Убийств Сталин не совершал. Он... Моего деда расстреляли ни за что, 37 год. Значит, твой дед был вот. Американцы сколько людей убили по всей планете. Почему вы об этом не говорите? Сейчас убили, сейчас убивают. Так а почему вы не говорите об этих уродах американских? А что на Донбассе? Хохлофаши эти, развели хохлофашев. Ну так сейчас кушайте их, чем хотите. Все равно это все кончится. Рано или поздно это все кончится. У меня отец погиб. У меня воевал 17 лет брат. Что, за баксы снимать? За победу! Вы хотели про своего деда рассказать? Переласка, рассказывайте про своего деда. У меня не дед, у меня отец погиб. Я военная. Ну, Что ну? вы хотели про него рассказать? Идем почтить память к Дню Так. Победы. Памятнику. Вельми добро. Просто мы зачепились за то, что человек идет с портретом Сталина, понимаете? Вот до Сталина шмат претензий, что он организовал массовые репрессии. Идите дальше от меня, пожалуйста. Ну, добре, дякую. Я пахну на там. Дякую. Женщина не захотела размовлять далее. Сказала, как мы читали лекцию не ей. Ну, мы вот, я так разумею, что мы потрапили в такой эпицентр прихильников Сталина. На тих в очатку колони таких людей меней, а тут вот згуртувалися під портретами Сталіна, згуртувалися його прихильники. Ну, а так само прихильники тих, хто веде військові дії на Донбасі, хто оккупував Крим. Я думаю, что эти люди підтримують це діяння. Тем часом колонна наближается. Вот мы перешли в улицу. Вот это перекрыжевание с Машерова. Тут начинается проспект Машерова, там Козлова. Знакомитая грама Кришталь. А там далее я ведаю усталяванные такие рамки для прохождения, для проверки людей. Это люди. Тут, видать, сейчас будет затримка, коли шествие не пропустят. Так, запели «Катюшу». Это популярная песня советских часов.
У тым ліку яна асацыюецца з военным перыядам. Так, ну вот да, мы сапраўды ўпёрліся у эту рамку, дзе праходзіць праверка бяспекі. Там далей уже пачынаецца раён плошчы. А мы зараз падыдзем, спробуем падысці да Валера Драка. Вось ён, відаць, ідзе на какие-то перамовы. Это вот люди, якія звычайна падыходзілі да звычайным шляхам падыходзілі да плошчы перамогі, а калона, магчыма, разлічвае, што яе прапусцяць без праверкі. Вось пра гэта пайшоў гаспадар Драка дамаўляцца. Магчыма, зараз мы вас пытаем. Пачакаем. Вось там правяраюць прыкладна так, як было 25 сакавіка каля опернага, правяраюць людзей, іх торбы глядзяць. Ну, я не бачу, каб іх уже так ашчупвалі, як там. Але таксама такі кантроль даволі пільны. 4 праходы усталяваны з гэтага боку і 4 з другого. Вельмі шмат тут супрацоўнікаў у цивільным, хутчэй за ўсё это супрацоўнікі розных службаў бяспекі, у тым ліку прэзідэнта. Большасць з іх з вот такімі же традыцыйнымі беларускімі стужкамі чырвона-зялёнымі з кветачкай яблыні. На тым баку таксама дзейнічае 4 пераходы, і прыкладна чалавек 100 стаіць там, таксама чакаючы чаргі, каб прайсці сюды на плошчу перамогі. А там мы бачым стэлу, помнік перамогі ўжо весь акружаны вось такімі плакатамі. Гэта такая і наглядная агітацыя, разумею, так адначасова, і нейкі заднік, фон, да, як кажуць. Там адбудзецца 20-гадзінны канцэрт, 21 гадзіну пачнецца канцэрт, які будзе транслявацца па тэлебачанні, а праз гадзіну літаральна тут вось просто ўжо праз паўгадзіны пачнецца складанне кветак. Чакаецца, як я разумею, прыезд кіраўніка дзяржавы Александра Лукашенка і іншых прадстаўнікоў ураду. Хутчэй за ўсё. А зараз мы подойдем. Спадар Драка, у чем заминка? Вас не пропускают? Нет, нас пропускают. Мы просто хотим не нарушать, чтобы стать всем вместе там организованно. Вы думаете, где там стать, что вам место? Да, сейчас решается проблема. Место есть, но на такое количество. А те могут вас пропустить без этой проверки? Будет это вельми заморозится. Сейчас решают этот вопрос. Добре, дякую. Но порядок есть порядок. Ну, конечно. Ну, вот люди кажут про провокацию. Это кіраўнікі этой колонны. Валер Драка и другие. Былые подполковники. Все нормально здесь. Колонну, товарищ Дракон. И он в форме войсковой часов Советского Союза. Вот Драко трымае в руках портрет Сталина. И с этим портретом он как раз выходит на перамовы с представниками служб бяспекі, якія правяраюць. І он збіраецца дамовіцца, во всяком разе паспрабаваў дамовіцца, каб колонну несмертного полка пропустили хутчэй неяк, відаць, без праверкі. Але гэта ўжо некалькі тысячаў чалавек. Ну, я думаю, что до 2000. И это будет довольно складана. Нагадаю, мерапрыемства мусіць пачацца ў 11, і таму і тут ёсць цэлы паўгадзіны, каб праверыць гэтых людзей. Вось тут стаіць каля сотні чалавек, якія чакаюць свае чаргі, і яны фактычна, ну, амаль не рухаюцца. Запрещается проносить взрывчатые вещества, понятно, для взрывного устройства. Ну, мы чуем, как папярэджваюць, што забаронена праносіць выбуховыя рэчывы сюды. Тым часам на тым баку вон нейкія беларускія піянеры
у червоных гальштучках, червоно-зеленых, пришли до чарги, каб пройти на круглую площадь. Марудна ідзе праход людзей на плошчу. Безумоўна, калі не будзе прынята нейкае рашэнне, то яны не паспеюць прайсці сюды до 11 гадзін. Ну что, какое решение, Валер? Сейчас подвигаемся и проходим здесь. Без огляду? Так что, без огляду? Почему? Огляд все ж таки будет, каже былий полковник. Так, ну тут уже вот человек с некой националистичной российской символикой. Что цікаво, его куртка. Его, видать, спынили. Два супрацовники, два милицианты вывели его с колонны. Ага. А кто это? Национально-освободительное, что-то такое написано на этом стягу. Кто это, ты видишь? Национально-освободительный фронт. Национально-вызволенчий фронт написано на стягу у колерах Георгиевской стужки. Я вот закончу. А вот куртка его с гербом Німеччини. Ну, человек вот так опранулся. Цікаво. Тим часом колона несмяротного полка наблизилась сюди до людей звичайних, які не удельничають в цьому шестві, які чекають свої черги на проход до площі. А Валер Драка нібито домовлявся, що пройдуть наперед без огляду. А другий человек, полковнику отставці, сказав, що не огляд буде. І тяжко уявити. Ось він тихо. То, что народ пришел, то, что народ с пониманием пришел, не просто, так сказать, поприсутствовать, гимн услышать, а они поработали своими семьями, они архивы достали свои, они вспомнили деда, отца, брата, маму и так далее. То есть это великая патриотическая акция, просто великая, она сейчас незаменима другой. Вот то, что пришел там кто-то с портретом, он один пришел, а здесь монолит. Здесь вы видите, сколько людей. И это по их желанию. Это никто, ни партия, ни организация какая-то призывала. Вот. Скажу спасибо только прессе, что помогли нам. Вот это спасибо. Потому что абсолютное количество людей, я их не знаю. А сколько их вы не лечили? Я думаю, что мне сказано было около 3000, но там уже, видимо, больше, чем 3000. Долучаются. Да, долучаются. И некоторые слабые люди, которые не могут идти, они присоединятся к нам уже на площади Победы. Это был Валер Драка, был депутат Верховного Совета и Палаты представников. Лідер громадського міжнародного об'єднання «За Родину, за Сталіна». Недавно я прочитав такі звістки про його на нашій Ніві. Чоловік, який був у складі Компартії Білорусі, підтримав у 1996 році референдум Олександра Лукашенки. Як пишуть у пресі, за гэта атрымаў пасаду депутата Палаты прадстаўнікоў, працягвае сваю палітычную дзейнасць. Адданы сталініст, так пра яго кажуць, і змагар за аднаўленне Савецкага Саюзу. Мы чулі, што ад яго, што каля 3000 па ягоных звестках
человек пришло вот на акцию «Несмяротный полк». Збольшого это так відповідає моїм ураженням. Ну ось, як ми і чекали, тут відбулося таке заморожування. Ми не проходимо ні вперед, ні взад, нікуди. Всього 4 рамки, це вельми мало для такої кількості людей. І я не бачу іншого виїзду, як просто відчинити ці ворота і пропустити тих, хто жадає пройти на кругову площу. Вот девушки в костюмах медсестер пошли наперед, магчыма у іх задача неяк паўплываць на супрацоўнікаў спецслужб, якія робяць агляд, каб тыя хутчэй рабілі сваю працу. Ну, мяркуючы па інструкцыях, якія раздаюць арганізатары, без рамак не абыдзецца. Усім раюць згарнуць баннер, каб хутчэй прайсці праз гэтыя рамкі. Тым часам припякае сонца. Сёння чакаецца до 23-5 градусаў цяпла. І тут уже даволі складана людзям, асабліва сталага веку. Мы бачылі, як на прыступках філармоніі адна жанчына павалілася, магчыма, страціла прытомнасць, можа, проста зачапілася ногой за прыступку. Но людзі кінуліся ей на дапамогу, паднялі, там все абышлося нормально. Потым, калі мы ішлі разам з калонай, спрабавалі размаўляць з удзельнікамі шэсця, мы чулі розныя водгукі, у тым ліку адносна сваёй працы. У тым ліку нам казалі, што мы адпрацоўваем даляры. Мы працягваем асвятляць гэта мерапрыемства. Шэсце маршу несмяротного полка. Тут каля 2-3 тысяч человек на этом боку. Проспект Незалежности, магчыма, яшчэ недзе некалькі сотен на другім боку. Мы тут на падыходзе да плошчы Перамогі уперліся ў рамкі службы бяспекі, где проверяют людей, каб пропустить на площадь. Там чакаецца ускладанне кветак будзе і чакаецца прыезд туды Александра Лукашэнкі, таму відаць надзвычайныя захады бяспекі прыняты і як не спрабавалі арганізатары гэта шэсця дамовіцца на правод калоны без агляду. Гэтага не атрымліваецца. І нават калі мы падышлі, тут перад намі стаяла натоўп людзей, недзе пад 100 чалавек, то вось гэтыя людзі яшчэ не прайшлі. То бок само шэсце несмертного полка будзе праходзіць гэтыя рамкі не менш за гадзіну. На плошчу паехаў на аўтобус, на якім напісана са свята Перамогі. Ён кагосьці павёз, відаць, арганізатараў, службаў, якія тут нешта праводзяць, забяспечваюць гэта мерапрыемства. Мы бачылі, як міліцыянты вывелі з натоўпу з колонны бессмертного полку, вывели человека в такой куртце
темно-зеленый со стягом в колерах Георгиевской стужки, на яким было написано «Национально-вызвольный фронт». Ну, погутарить з цим чоловіком не вдалося, ми так його бачили, зняли. Ён размаўляў з міліцыянтамі, нешта тлумачыў ім, і потым я не бачу, каб яго вярнулі у эту колонну. Магчыма, ён сняў сімволіку і далучыўся. Такое, відаць, очевидно. Тут пакуль мы бачым адзін сцяг, от і мы бачылі, толькі што его здымалі, адзін сцяг у колерах Георгиевской стужки, але с белорусским орнаментом, такое вот сполучение Беларуси с Георгиевской стужкой, державной символики. У калоні дастаткова шмат людзей маладых, у тым ліку дзіцячага ўзросту. І доўгае стаянне ім, конечно, тут будзе таким пэўным выпрабаваннем. Жанчыны спрабуюць спяваць пра Катюшу. Магчыма, каб крыху падняць настрой, у тым ліку дзецям. А калі мы шлі, тут шмат было воклічаў «Ура!». Но зараз как-то все в тишине все люди стоять, окромя этой песни. Так, я не бачу, как больше хутка, как паскорилось прохождение людей праз рамки. Пакуль супрацоўнікі аглядзяць торбы, пакуль яны правераць чалавека, на кожного сыходзяць, ну, не менш за паўхвіліны. І вось таму 4 чалавекі, 8 чалавек за хвіліну, это маловато. А можа нават і марудней. Бо вот мы адсюль бачым, што там нейкі рух ёсць, а тым не менш вот тут мы бачым, што тут все стаяць і ніхто не рухаецца. Не ведаю, чаму организаторы этого мерапрыемства не прадугледзелі вот такі варыянт. Учора быў дадзены дазвол на это шэсце. Спачатку, я нагадаю, этого дазволу не было. Людям сказали, что просто вы долучайтеся до агульного мерапрыемства. Ясно, что люди бы прыйшлі, можа, не ў такой колькасці, але арганізатары, калі давалі дазвол на шэсце несмяротного полка, мусілі прадугледзець, што ён все ж таки некалькі тысяч чалавек прыйдзе асобнай калоннай да плошчы, і як іх прапусціць, калі будуць прыняты такія строгія захады бяспекі. Вось. І нічога, аднак, не было зроблена. Між тым уже застаецца 15 хвілінаў да пачатку мерапрыемства на плошчы Перамогі, якое, нагадаю, афіцыйна называецца «Беларусь памятае». Может, вот я хотел спытать бабушки, она пошла с своим внуком наперед, может, она паспрабуе, вот, жанчына стала веку, может, она паспрабуе пройти все ж таки как-то поза чарги, бо, ну, с детьми люди, сами старые, и да еще и с малыми детьми, это вельми великое выпрабаванне. Повторяю, солнце уже поднялось, вельми высоко, тут уже так пече, что хочется у тень хутчэй, але этого відаць не было. Нагадаю, некалькі гадоў таму был выпадак, калі на мерапрыемстве тут на круглай плошчы, на такім же святочным мерапрыемстве, у тым ліку, на жаль, памёр чалавек. Безумоўна, кожны мусіць сам вызначаць стан свайго здароўя, найперш браць з сабой ваду на такія мерапрыемствы, каб было што папіць, бо лекары настойліва рэкамендуюць гэта рабіць. Альбо ўвогуле не хадзіць у спякотны дзень туды, дзе шмат людзей, дзе вялікія натоўпы. Асабліва это тычыцца тых, хто мае нейкія хранічныя захворванні. Но тым не менш, вось кожны раз
нешта здараецца. Дарэчы, я пакуль не бачу тут машин хуткай дапамогі, но я думаю, што яны все ж таки ёсць. А, вось ёсць, так, я бачу машину там на круглой площади, неподалек. Нет, это, не, пробачьте, это не то, это машина телекомпании «Мир», белый бусик. А ось белых каких-нибудь автобусов хуткой дапамогі пакуль я не бачу. Мы паспрабуем прайсці до проспекту Незалежности и с дапамогай вот такого огляду, ну, зрабіць выснову, что адбываецца. Зараз мы проходим праз группы моладзі. Так, спевают военные песни, знову Валерий Драка. Какая ситуация? Але ж не поспеют прийти люди до мероприятия. Ну, я думаю, что должны поспеть. Почему они не предугледили, что такие коридоры треба стварить? Мы просили. Вот, но 3000 это же не... Получается так, что могут и не успеть. Не все не успеть. Там метров 100. Мы бачили там на приступках филармонии женщина упала. Ці предугледили вы такую магчимость, что нехто будет тут может сгубить притомность? Мы же не можем идти, пока не согласуем со всеми. А у вас есть своя дружина? Дружина есть, но она рассредоточена по вот в красных футболках все наша дружина молодые. Да. А ці есть такие люди, которые за медицину отказаны? Есть люди за медицину и за связь с милицией. Все это есть. Нам же не разрешат. Есть положение. Дозволить вам пожарным порядку таким нечаканно? Нет, так а мы же, направляя заявку, мы же там указываем, что за это отвечает тот, за это пофамильно. Вот. И согласовываем в этих органах. Вот. Но... Ваше былое депутатство не допомагає ось вирішати якісь проблеми тут? Порой допомагає. Ну, покуль не верим в ваши не в этом плане. Это пропускной режим тут... Боятся провокаций, да? Ну, конечно. А те могут быть такие день провокаций, я думаю? Могут. А чего же не могут? Ну, от кого могут быть провокации? А кто его знает? От того, кто ее хочет совершить, от кого угодно. От кого угодно. Но прежде всего от национал-радикалов мы можем ожидать. Ну, их не бачат. Это уже было. Мы имели дело, когда с бело-красно-белые, значит, ленты пытались возложить здесь. Ну, это было году уже 15 тому. Мы его выкинули. Не 15 годов, мы каждый год встречаемся с националами. Это... Я могу на белорусской мове размовлять с вами, вести репортаж, я ее ведаю добро. Я сам памятаю, как журналист, я памятаю, что году уже 15 тому, больше того, был письменник Вольский, ну, уже небожчик, пробачьте, и он с группой ветеранов под бело-червоно-белыми стягами спробовал провести сюда до площади и укласти кветки. И их как раз ось, ну, коммуна-радикалы, скажем так, сустрели вельми рашуче, побили, и с того часу они сказали, что больше не будут ходить такие мероприятия. Побили, не побили, я вам скажу, что я на выборы... Он так рассказывал. Я на выборы шел с заместителем Поздняка, профессором, доктор Хадыка. Вот. И, так само же небожчик. И небожчик так само. И Винникова была с нами. И мы в машину, я говорю, куда вы едете после встречи? Я говорю, что я еду на площадь Ленина. А он говорит, а я на площадь Незалежности. Но садимся, он садится и едет, но я к другому. Он в итоге сказал, что я 15 лет преподавал белорусскую мову и литературу в школе. 15 годов. Вот. Но меня националисты, да, заставили стать противником белорусской мовы. Это вы ему сказали? Не, это я там сам так. Нам пришли, ну я супрацовник же працавал у Совете Министров, вот, и журфака пришла нас учить белорусской мове и пошла здекваться, а там, коли я разумею белорусскую ведаю, то там же были русские люди, которые не ведали. И она их мочила. В Аураде вы матерились? Да, в Аураде. Она их мочила, как могла. Вот. И этим всем, значит, отталкивала от белорусской мовы, от белорусской литературы, и они... Выкладчица журфаку? Нечто незвычайное. Выкладчица журфака. Она настраивала людей против... Но это было
90-е годы, так? 90-е годы. И поэтому, ну, не так надо эту политику вести. Надо, чтобы Тому вы не включаете, что могут быть провокации. Поэтому я не несу про того, что провокации не обовязково. Это громадянин Республики Беларусь. Это может быть чех, поляк. А вот тут был молодой человек со стягом Национально-вызвольный фронт. Вот это не провокация? Тут был? Да. Ну вот, провокация. Так он был, это стяг такие вот под георгиевскую стужку, таких колеров. Это провокация, но вы поймите еще раз, вы понимаете, что... То есть он не белорусский националист, это хоть за все российский националист. Ну так это уже засланный в наши ряды специально. Самый казачок засланный. Да, засланный казачок. Ну, и Если тут... это так. Да. Если это Но его милицианты вывели с натовпу. Вывели? Да, ну, я спасибо. не бачил, как он был. Милиции спасибо, и мы после нашего вот мероприятия, мы же спасибо скажем МВД, спасибо городским управлениям и комитета, и внутренних дел. То есть люди, те, которые с нами работают, мы же тоже благодарны этим людям. Но то, что заслать кого-то... А чем занимается ваша организация «За Родину, за Сталина»? Вот есть такая организация, вы кажется, вы ее узначаливаете. Это просветительная организация в основном. Мы говорим, что перед тем, как сказать плохо о Сталине, залезь в архив. Почитай резолюцию. В архивах же звестки про миллионы загинулых от ну Сталина. Ну и что миллионы загинувших? А теперь сколько миллионов у Сирии гибне? Ну и нема державы. А наша держава так у Сирии гинут же русские, які туди едут воевать. Летчики, вагнеровцы. Ну, это другая... А может, на это лезут. Добре, господар Валер, дякую вам великий. Да. Назовитесь, подобная акция Окружко Станислав Александрович. Еще раз? Окружко Станислав Александрович. В любом государстве реализуется пословица: лес рубят, щепки летят. Вы понимаете? Это вы про миллионы загинулых. Ну, у меня вот дед загинул в 37 году. Вот так застрелили. Нельзя... До речі, а ось націоналісти, про яких я вам казав, нікуди не ділися. От вони стоять. Два с национальными стягами. Национально-вызвольный фронт с вот этой вот георгиевскими стужками, с георгиевскими стягами. Так что это? Кто это такие? Ну так подойдите, спытайте их. Спадар полковник, подойдите к ласке. Там уже занимаются органы. Вот их двое там стоят. Мы почему-то делаем акцент на нашей стране и совершенно забываем, а как эта ситуация складывалась в Америке, там, в Англии. Ясно, все ти про Америку. Добре, Станіслав, дякую вам велике. Ні, я розмовляю, що ви кажете. Так, ну зараз ми от поглянемо все ж таки, ми йшли сюди на проспект, поглядати, що тут відбувається, яка тут ситуація. Значить, на тим боку людей менее, чем у нас. Там, ну, я думаю, я бы сказал, что так, до 500. Так, у нас больше значно. Але ну, проход праз эти рамки безпеки хутчэйшым не стаў за гэты час. Только что мы размовляли с одним из заявников акции, с одним из лидеров этих коммунистов, сталинистов белорусских, Станиславом Журко, який у розмові з нами знов почав кивати на США, Великобританію, то, що вони роблять і так далі. І сказав знакомитую фразу «Лес рубять, щепки летять». Гэта, відаць, про сталінскія рэпрэсіі, про тое, што, як звычайна, як людзі кажуць, гэтыя рэпрэсіі былі неабходныя, каб утрымаць сітуацыю, каб не дапусціць акупацыі, развалу і так далей. Так, з розных, відаць, раёнаў звозяць ветэранаў. Да-да-да, это везуць ветэранаў на мерапрыемства. Ну, а дзеці і ўнукі ветэранаў вось тут пакуль стаяць каля гэтых рамак бяспекі, каб прайсці на мерапрыемства і класці кветкі.
Так, двух человек с этой символикой неведомой у колерах георгиевской стужки. Вот у одного на заплечнику написано «Раша», на стягу написано «Национально-вызвольный фронт», на майке у одного червоная зорка. Гэтых людей, вось іх, яны прайшлі про эту заслону бяспекі, неяк прайшлі, я не бачу, ці іх аглядалі ці не аглядалі, яны стаяць, іх ніхто такі не выдаліў. Яны стаяць, хаця ось падар Драка нам казаў, што это добра, што ліцыянты іх вывелі. Мы ім за это падзякавалі, это хутчэй за ўсё правакацыя. Так, тут маленькіх дзяцей ўсё ж такі прапускаюць без чаргі. Вось так. Спрабуюць іх правесці без чаргі. Но их все равно пропускают до рамок, а там будут оглядать нават детей. Те открыют им все ж таки некую додатковую калитку. Тут установлены такие металличные барьеры со скобами, которые зачепляются одна за другую, и праз гэтыя бар'еры і не перапрыгнеш, не пераскочыш, не пройдзеш праз іх ніяк. І нават калі б хацеў зараз зрабіць нейкую калітку, нейкі калідор дадатковы, то это не атрымаецца. То есть фактычна арганізатары этого свята сталі закладнікамі сваёй такой звышпільнай сістэмы бяспекі. І зараз ніяк не могуць даць рады вось этой сітуацыі. Дзяўчына пытаецца, як ёй патрапіць на паказвае куды-то там туды за плошчу. І кажа, толькі абысці дварамі, кварталамі, інакш немагчыма. Ну вось тыя дзеткі, якіх я бачыў, маленькія зусім там 3-гадовыя, 5-гадовыя, яны ўсё ж такі нарэшце прайшлі. Большых дзяцей вот ідзе хлопчык 10-гадовы, его таксама ощупваюць, як і ўсіх іншых. Яшчэ раз паўторю, это надолго. Это надолго. Спадзяванні арганізатараў шэсця, Валера Драка да других, спадара палкоўніка в адстаўцы, на то, што удасся неяк інакш прайсці гэты заслон, пакуль не спраўджваецца. Тут дзеці ўжо плачуць. Вось дзіцёнкі апранутыя у вайсковую форму, у тым ліку дзяўчынка. Магчыма, іх прапусцяць неяк, да, вось іх прапусцілі з левого боку, але не непасрэдна ўжо на праспект, а яшчэ ім так ўсё ж такі прыйдзецца прайсці агляд. Нагадаю, гэта Рада Свабода. Олег Груздзіловіч, я вяду рэпартаж на подступах да плошчы Перамогі, дзе мае адбыцца вось праз 2 хвіліны мае пачацца акцыя «Беларусь памятае». Гэта складанне кветак, урачыстае складанне кветак да помніка Перамогі, да вечнага агня. Тут мусіць быць Александр Лукашенко, і таму прынятыя надзвычайныя захады бяспекі. Хаця, як вядома, не ва ўсіх краінах присутность лидера краины на таким святочном мероприятии обставляется такими надзвычайными заходами. Ну и мы сутыкнулись с ситуацией, когда удельники маршу несмяротного полка, значит, белорусский несмяротный полк, так она называется, эта акция, значит, они подошли до проходу на площу Перамогі, але не могуць прайсці туды, бо просто неразлічна колькасць правяраемых на тую колькасць, якая прыйшла сюда. А тут в этом марше по наших падліках удзельнічае до 2-3 тысяч человек. Про 3000 казаў і арганізатар акцыі Валер Драка.
Магчыма, людзей стала і больш, бо некаторыя далучыліся. Ну, непасрэдна людзей з партрэтамі, то есть вот, удзельнікаў несмертного полка все ж таки я не бачу, каб іх стала болей. І яны так уже довольно плотна згрупаваліся і на невялікай адлегласці стаяць ад нас. Прыкладна так метров 100 плотным натоўпам. Ну а там маглі падысці іншыя людзі. Хуткасць праходу людзей не павялічваецца. Адзінае, што вось удалось тут зрабіць тым, хто взяўся за арганізацыю гэта мерапрыемства, это прапускаюць дзяцей па-за чаргой, малых дзяцей. Ну, што тычыцца дзяцей там пасля 10 гадоў, то іх звычайным парадкам правяраюць і прапускаюць. Яны все стаяць у там на томпе пад гэтым сонцам вельмі спякотным. Вось. А вот малых дзяцей все ж таки удаецца ўжо праводзіць асобным калідорчыкам, но все равно они проводят проверку. Тым часам мы бачым уже там 6-й ці 7-й жоўты аўтобус, які мимо нас праехаў, павёз ветэранаў на плошчу Перамогі. Уздоўж па ходніках, уздоўж вакол плошчы фармуюцца такі натоўпы людзей, якія чакаюць мерапрыемства. Можна не конечно, пашкадаваць тых людзей, бо вельмі спякотна на сонцы, а мерапрыемства, мяркуючы па ўсім, зацягваецца. Ну і яшчэ такая асаблівасць, нагадаю, тут шмат. Вось мы бачым дзяцей, якія ідуць так, каб прайсці па-за чаргі. Мы бачым, што ў іх вось партрэты іх дзядоў, Михлин Давид Григорьевич, 17 ГДГБ, Ипатов Владимир Григорьевич, рядовые, это видать. Дальше Ипатов Леонид Григорьевич. Да, это все вот, былые удельники войны, кто загинул, кто выжил. Дети несут их портреты. То есть это для их акция памяти. Но вот там у натоўпе, в середине колонны мы бачим символику так само с портретами Сталина, портретами Ленина. И это уже, кстати, как бы політичний сенс акції, які надають її організатори, у тим ліку Валер Драка, були депутат Верховного Совета і Палати представників, були супрацовник, як він сам сьогодні згадував, Білоруського Раду у 90-ті роки. Ну, видать, звесткі про тое, што дзяцей можна правесці неяк так хутка, ўжо дакаціліся там шмат да каго, і тут каля нас уже не толькі малыя, а уже там дзеці 10-гадовыя. Тоже будьте добры, нас просять выйсці на ходнікі. Так, автобусы подвозят ветеранов. Побач з нами ведут детей на той, кто прошли до площади. А основная колонна, конечно же, стоит. Я бачу, что да, вот женщин стало веку не просто пропускают, а еще и щупают. Маленький хлопчик 8-годовый шел. Супрацовница подняла ему с головы кепочку, поглядела, что ж там под кепочкой. И нават пасля гэтага, калі хлопчык, значит, зрабіў 2 крокі, другі супрацоўнік взял его, падышоў да яго і пращупаў ягоную майку. Ну вось такія пільныя захады робяцца службай бяспекі, каб нешта не пранеслі дзеці, відаць, выбуховыя рэчывы на плошчу. Маці абураецца, или бабуля абураецца, што трымаюць маленького дзіцёнка, і ўсё ж такі его сапраўды у коляскі хлопчык. Можна такі падумаць, навошта ісці з такімі малымі дзецьмі на такое мерапрыемства, і іх лепш весці ў парк, на горкі,
а потым уже ці маглі бы бацькі спачатку схадзіць на эту акцыю, а потым уже асобна прывесці дзяцей уже ў парк, да палацу спорта, ці там у верхні горад, да рэчкі. Тут побач парк Горка, можна туды адвесці дзяцей. Які сэнс весці дзяцей сюды, вот такую маленькую дзяўчынку на это мерапрыемства, дзе будуць нейкія вялікія дзядзі складаць нейкія кветкі да помніка. Дзіцёнак хутчэй за ўсё нічога з этого не разумее. Ну, я таксама ў недаўменні, чаму это робіцца, тым не менш, вось, ну, людзі лічаць, што трэба адпачываць вось так, такім чынам, і трэба так святкаваць. Акцыя мусіла пачацца ў 11 гадзін, так было па раскладзе. Ну, мяркуючы, потому што яшчэ людзей падвозяць. Людзі так павольна, прайшоўшы гэтыя бар'еры, павольна рухаюцца да плошчы Перамогі. Там не бачна нейкіх мітусні нейкай, якая звычайна суправаджае прыезд начальства на такія мерапрыемствы. То бок, хутчэй за ўсё, затрымліваецца, значна затрымліваецца эта акцыя. Беларусь памятае, нагадаю, афіцыйна называецца Беларусь памятае, а тую акцыю, той марш, які асвятляла тут Радыёвабода, гэта праходзіць пад назвай «Беларускі несмяротны полк». Каля 2-3 тысяч людзей з партрэтамі загінулых сваякоў сабраліся на плошчы Якуба Коласа, каля філармоніі. Это было ў 10 гадзінаў. Мы якраз пачалі ў гэты час весці рэпартаж. І гэтыя людзі... Товарищи, все, бессмертный полк без детей, притормозите! Пропустим всех сначала с детьми! Ну, адзін з арганізатараў, вы чулі, заклікаў прытармазіць і прапусціць спачатку дзяцей, што ўжо, собственно, власна кажучы, адбываецца тут даўно. Ну, тут явно магчыма было усталяваць не 4 такіх праходы, а больш. Ну, супрацоўнік службы аховы кажа, все по плану ідзе. Паспрабуем прапусціць усіх. Я уже пытаўся у Валерыя Драка, аднаго з арганізатараў этого мерапрыемства, які, дарэчы, ўжо прайшоў гэтую рамку і там ходзіць на тым баку бар'ера. Я пытаўся, чаму арганізатары не настаялі на тым, каб былі нейкія прыняты дадатковыя захады. Пасля таго, як быў дадзены дазвол Мінгарвыканкамам на эту акцыю. Нагадаю, яшчэ учора паведамлялася, што такого дазволу няма. Пра гэта шмат пісала ў тым ліку расійская прэса, што ўпершыню ў Беларусі не дазволілі шэсці бессмяротнага полку. Ну, вот рашэнне вечара было змененае. Мінгарвыканкам даў дазвол на это шэсце. Якое, я мяркую, і так бы адбылося. Просто людзі прайшлі бы гэтак сама, як і не прайшлі, можа, менш арганізавана. Да, сюды до круглой площади. Наши Ласка, скажите. Отцы, деды, прадеды и сегодня нас выручают и спасают. От чем это так? От солнца. Вот портретами закрываемся. Это, так сказать, маленький такой сюжет или зарисовка. Чем не хопить этих портретов? Так, да. Ну, конечно, солнце. Как вы думаете, можно было как-то предугледеть, как бы... Конечно, я уже ребятам говорю, что надо было побольше турникетов сделать. Тут же дозволяем место. Да. Массовость большая, надо было все-таки предусмотреть побольше. Коли дали дозвол на акцию, ну так это записывается. В том-то и вопрос, да. А вы кто? Вы организатор? Один из организаторов? Заместитель председателя. Чего?
Назовите оргкомитета. Это «Радио Свободы», мы видим репортаж, если Олег Разделович меня зовут. Назовитесь. Очень приятно познакомиться. Меня Валерий Иванович Перевозчиков. Перевозчиков, да. Заместитель председателя оргкомитета по созданию международной организации «Бессмертный полк». Ага, международная организация. У нас была международная конференция славянская, уже 17-я по счету в Ждановичах. Мы в ней участвовали, и там мы, значит, создали этот оргкомитет общим голосованием, потому что были участники с многих стран, и решили, так сказать, решить на этом уровне создать оргкомитет. Так вот, председателем его является Драко Валерий Владимирович, а я его заместитель. Коли по ваших планах будет уже международная организация «Несмертный полк»? Вот это мы будем решать уже, так сказать, на международном уровне и с другими странами, в первую очередь с Россией. Мы вот до 9 мая должны были съездить, этот вопрос уже с ними обсудить. Ну, наверное, уже после 9 мая будем. То есть у вас будет такая конфедерация такая? Ну, это будет общественное объединение международное. Она, в общем-то, предусматривает объединить именно, так сказать, тех, кто хочет именно поднять над головой портрет своего отца, деда, прадеда. Ну, в межах этого объединения вы же будете какими-то автономными, там, белорусским объединением. Ну да, у нас вроде как своя белорусская организация уже есть, Народное движение Беларуси. Но мы считаем, что нам нужно действительно объединяться. Могли бы по всему миру. могли бы рассказать вот про этого человека, портрет якого вы тримаете? Это мой родной отец, Иван Васильевич Перевозчиков. Родился 7 ноября 17 года, ровесник Великого Октября. Он недавно помер, я бачу, да? С января 13 года, вот уже 5 лет его нет. Он дожил бы и до 100 лет, наверное, и больше. Когда отмечали 95 лет Великому Октябрю, я тоже подумал, батя, доживи до победы. Ну, вот где он воевал? Он с 22 июня на границе и до 9 мая в Берлине. Да, штурм Берлина, да? Он первенец из 11 детей. В семье уральского лесоруба был. И вот что интересно, что он всех своих братьев и сестер выненчил, вырастил. И пережил, да? Да, и всех пережил, вот что интересно. Его призвали летом 1939 года в Красную армию. Он думал, что летом 1941 вернется домой. А вернулся через 6 лет. А что ваш батька расповедал про войну из того, вот, что вам особливо вот вас уразило, запомнилось как-то нечакано? Есть время и, так сказать, не жалко послушать, так сказать, и съемку. Я вам расскажу. Вот он отступал тоже по Украине. Было действительно тяжелейшее отступление в плане того, что действительно это было просто избиение Красной армии. Ведь сюжет, который в кинофильме есть, он сам своими глазами видел, что немцы гонялись на самолетах по полю за каждым красноармейцем. 41-й, 42-й год? 41-й. Лето 41-го. Ну там и 42-м так само гоняли. Бывало и такое в 42-м тоже, но факт то, что, значит, фашисты не просто превосходящая сила была, а использовали все возможности, чтобы до одного уничтожить красноармейцев. Так ведь у Червоной армии была авиация перед войной не горшая за фашистскую. Что здарилось, на вашу думку? Ну, во-первых... Не предугледили? Нет, во-первых, уровень был уже другой технический. Наши были все-таки не такие мощные. И... Их накрыли всех на аэродромах, не дали им возможности подняться. Чему? Ведь попереджили про то, что Гитлер собирается начать войну. Чему Сталин не отреагировал? Ну, об этом мы, так сказать, сейчас говорить не будем. Не будем, так, да. Да, а про его я говорю, что... И вот они отступали вдоль железной дороги, а под откосами валялись вагоны, паровозы разбитые. И когда налетали эти юнкерсы, мессершмитты, они залазили в топку паровоза, прятались от бомбежки, затыкали уши, чтобы перепонки не лопнули, а бомбы градом сыпались на них. А вот что интересно, тоже хочется сказать, он участвовал в обороне Москвы. И его... В феврале 1942 года коммунисты приняли в свои ряды. Вот он всю жизнь был достойный офицер и коммунист. Ну, хиба кричали на фронте за Родину, за Сталина. Вот мой дед воевал, мой дядька воевал, и кажется, не чули за Сталина. За Родину так, за Сталина не чули ни разу. Где-то кричали и за Сталина, потому что где-то, Сталин, ясно. Да, значит, именно политруки кричали, видать. Политруки и коммунисты, потому что ведь единственная привилегия на фронте была у коммунистов. Только коммунист, когда погибали все командиры, имел право, привилегию, льготу такую ему давали, первым подняться в атаку.
может и погибнуть от первой же пули, но поднять именно, так сказать, подразделение в атаку. За Родину, за Сталина, за мной в атаку. Так вот, когда его приняли в 1942 году, он мечтал в 1992 году, уже, так сказать, готовился к этому событию, получить золотой значок 50 лет в рядах КПСС. А в 91-м не трималось, да? без значка. Для него это был не только моральный, физический удар, он еле пережил это даже. Вот. И что еще хочу сказать, вот такой эпизод. В Минске тоже жил, да? Да, он с нами жил здесь и здесь умер. Ну, с Урала, как он оказался в Минске? Очень просто. Вот я сейчас расскажу вам эпизодик как раз из истории войны. Значит, когда погнали фашистов на запад, и он участвовал в освобождении вот этих первых районов Белоруссии, Климовичский, Кричевский район, он участвовал в освобождении Кричева, форсировании Сажа, там были тяжелые бои за цемзавод. И вот когда дальше погнали, он ночью повел в разведку своих товарищей на Оршу, вдоль этой железной дороги, Кричев-Орша. Но они ночью двигались, чтобы не попасться немцам патрулю, да? Чтобы перейти на другую сторону железки, они по трубе переползли, вышли на ту сторону, подошли к Ходосам, такая есть станция, деревня. Он постучал в крайнюю хату. Дверь, ну, чтобы узнать, немцы есть или нет. Дверь открыла будущая теща. Ясно, добре. И потом уже с Берлина он вернулся уже туда, да? Вот, полюбили друг друга, и она вот 2 года с фронта ждала, моя матушка Антонина Кондратьевна. И 3 года еще военного училища. Представляете, 5 лет она терпеливо дожидалась своего У вас уже есть и не только уральская кровь, а и белорусская. Да? Есть, матушка с Белоруска, с Мстиславского района. Ну, дякую вам великие. Они поженились в 1948 году, его отправили служить на Забайкалье, и я в Чите в 49-м родился. Добре, дякую вам великі. Пробачте, не буду вам перешкоджать, бо ви ж тут так само допомагаєте організовувати. Хочу сказать, что я у нее был единственным отцом. Вот так получилось, что единственным. Но зато у меня, говорится, слава богу, 4 дочери, которые сделали меня 5-режды дедом. А 5 мая прошлого года старшая внучка родила мне правнука. А кто ж будет протягивать ваше прозвище? Ну, есть внук, который взял фамилию. А, ну добре, тоді віншую вас. Спасибо. Дякую вам, приймайтеся. Вайшно так само. Это Радио Свобода, Олег Груздилович. Мы тут протягиваем. Заканчиваем? Начинается, а вот там начинается очередь. С той стороны стоят, проходу на круглую площадь, на площадь Перемоги, где мусить отбыться ускладання кветок. Державная акция под назвой «Беларусь пам'ятає». Ще, як бачу, тут не приїхав Олександр Лукашенко, якого чекають. Тут протягується пропуск людей праз рамки безпеки. Акция «Несмертный полк», яку мы осветляли. Уперлась вот этот барьер. Организаторы и городские влады, видать, ничего не предугледили, бо шмат людей стоит и не могут пройти туда на площадь. Хотя охотники кажут, что все нормально, все пойдет по плану. Почекайте, как-то удалось провести большинство детей туда слева, как бы минуючи это натовп, когда детям такой коридор, но их все равно протягивают проверять, там охотники. Уже, конечно, так вот мы, как гляжу, по тех, кто собрался, на полову поменьшила тут колькость этого несмертного полка, удельников этой акции. То есть полова з них уже прошла праз рамки. Зараз у нас 11:20. С 11 до 12 мусила проходить эта акция каля вечного огня, но, магчыма, она крыху будет откладена. Так. Вот товарищ перевозчик, вот такие мы только что размовляли. Он кажет, что людей больше уже пропустили. И закликает отсвяткувати перемогу. Ну, мы бачимо, что вот не все люди идут туда, все ж таки вырашили с малыми детьми не долучаться, не проходить до площади Перемоги.
каб не падвяргаць дзяцей рызыкі нейкай. Тут вельмі спякотна. Люди так не чакали, что тут вот это такое надбудется, не взяли с собой воды. Я не бачу мальнюку, бутылек с водой. Мы будем заканчивать наш репортаж. Нагадаю, это Радио Свобода. Мы вели с 10 гадзінаў репортаж от филармонии, где собрались удельники акции, дозволенные урэшце Менгарвыканкамам акции «Несмяротны полк». Собралось около 2-3 тысяч человек, люди с портретами своих ветеранов, сваяков, кто удзельнічаў у войне, кто загинул. Пройшли этой колонной до площади Перамоги, где отбудется складание кветок, но тут уже заморудился проход колонны из-за того, что идет приняты меры безопасности в связи с приездом на акцию Александра Лукашенко, на складание кветок Александру Лукашенко. І таму ідзе пільны агляд, і людзі праходзяць вельмі марудна гэтыя рамкі. Гэта быў Олег Груздзіловіч, Радыё Свабода. Далей свята працягваецца, но наш рэпартаж ужо спыняйце. Да пабачэння. Як, Аляша, працавалі?